Добрый день, уважаемые коллеги! Зовут меня Усеинова Гульнара, я являюсь доктором юридических наук, заведующей кафедрой юридического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Сегодня я хочу рассказать вам о методике формирования антикоррупционной культуры субъектов образования Республики Казахстан. Данная методика была разработана в НИИ антикоррупционных технологий Казахского национального университета в рамках республиканского проектного офиса Саналы-Урфак. Одним из целевых индикаторов, закрепленных в антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, является уровень правовой культуры, а одной из основных задач – формирование уровня антикоррупционной культуры. Значительное внимание вопросам противодействия коррупции, образованию и воспитанию молодежи уделяют в своих выступлениях Елбасы и президент Республики Казахстан. Так, Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивает, что государство и общество должны единым фронтом выступить против коррупции. Коррупция не просто правонарушение, она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, коррупция – ужасная трагедия общественного сознания. Исходя из мирового опыта, для преодоления коррупции необходимо не только жесткое наказание, но и всесторонние комплексные действия. Если мы не будем воспитывать в общественном сознании абсолютную терпимость к коррупции, все наши действия могут стать безрезультатной борьбой. На сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 10 314 дошкольных учреждений, 7 393 средних школ, 740 колледжей, 125 высших учебных заведений. Бесспорен тот факт, что в современных условиях востребованность выпускников колледжей и вузов на рынке труда определяется не только уровнем и качеством знаний, но и активной гражданской позицией, нравственными стандартами поведения, наличием навыков антикоррупционной устойчивости. В связи с этим важным моментом является целенаправленное повышение эффективности антикоррупционной политики в системе образования, формирование антикоррупционного иммунитета у всех субъектов образовательного процесса. Основная цель данного практического издания заключается в том, чтобы повысить уровень компетентности педагогов в сфере антикоррупционного воспитания путем раскрытия основных инновационных методов и технологий, которые могут быть использованы ими в процессе просвещения и обучения, направленные на формирование антикоррупционного поведения и антикоррупционной культуры молодежи. При подготовке методических рекомендаций был изучен опыт антикоррупционного воспитания и обучения в зарубежных странах. Это проекты по созданию программы пособий по антикоррупционному образованию стран Западной Европы, Австралии, Азии и прибалтийских государств. Подробно изучен опыт организации Transparency International, утверждающий, что наиболее мощным оружием, которое можно использовать, чтобы изменить мир, является образование. При этом важно образование не только молодежи, но и взрослых. Только при этом условии возможно разорвать порочный круг. Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан о противодействии коррупции, под формированием антикоррупционной культуры понимается деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость коррупции. Анализ правоприменительной практики показывает, что основу формирования антикоррупционной культуры составляет антикоррупционное воспитание, которое существует в следующих формах: антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение, антикоррупционная пропаганда и самообразование. Система антикоррупционного воспитания в образовательных учреждениях Республики Казахстан состоит из 4 базовых компонентов. Первым компонентом является учебный процесс. Формированию антикоррупционного сознания и культуры способствует изучение таких учебных дисциплин, как история Казахстана, человек, общество, право, основы права, литература, казахский язык, основы безопасности в жизнедеятельности и другие. Вторым компонентом является система проведения классных часов со всеми учащимися образовательного учреждения. К наиболее популярным темам относятся следующие: легко ли быть честным, проблема обходного пути, что такое коррупция, что есть толерантность, я гражданин Казахстана и другие.
Третьим компонентом является система дополнительного образования и внеурочной работы. Это разработка и внедрение элективных курсов по антикоррупционной тематике, а также такие мероприятия, как деловые и ролевые игры, практикумы, диспуты и дискуссии, конкурсы и соревнования, гостевые лекции, брейн-ринги. Четвертым компонентом системы антикоррупционного воспитания является наличие информационных стендов, интернет-сайта и системы антикоррупционного просвещения. Всех субъектов правового воспитания в сфере образования мы условно распределили на 4 категории в зависимости от возраста и образовательного учреждения. Первый – это воспитанники дошкольных учреждений, вторые – ученики средних школ, третий – студенты колледжей и четвертый – студенты вузов. Антикоррупционное воспитание каждой группы субъектов образовательного процесса осуществляется соответствующими методами и технологиями. Так, в дошкольных учреждениях и начальной школе термины коррупция и антикоррупция не могут и не должны применяться. Все усилия педагогов должны быть направлены на то, чтобы сформировать у детей четкие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Они должны научиться различать понятия добра и зла, справедливости и несправедливости. В 5-7 классах организуется совместная деятельность учащихся, направленная на создание и соблюдение правил взаимодействия в различных ситуациях. Подлежат обсуждению понятия коррупция и антикоррупция. Основная цель воспитательной работы с учащимися 5-7 классов в основном заключается в том, чтобы сформировать культуру взаимодействия между обучающимися. Превалирующей формой воспитательной работы с учащимися должна стать творческая работа в коллективе. В процессе антикоррупционного воспитания учащихся 8-9 классов основной акцент ставится на формирование нравственной позиции и осознанном неприятии коррупционного поведения. Необходимо научить учащихся принимать осознанное решение и уметь его отстаивать в процессе осуществления взаимоотношений с окружающими. Антикоррупционное мировоззрение и поведение учащихся 8-9 классов формируется в процессе развития позитивного отношения к правопорядку, осознания выгоды от соблюдения установленных в обществе правил. В рамках средней школы основная задача системы антикоррупционного воспитания решается в работе с учащимися 10-11 классов. Именно у учащихся выпускных классов осуществляется процесс формирования антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. Данная задача в первую очередь решается в процессе реализации комплекса мер образовательного характера, а именно при изучении основ права, граждановедения и обществоведения, а также элективных курсов. Важную роль в процессе формирования антикоррупционной культуры старшеклассников играет неурочная деятельность. Она может быть реализована в таких формах, как кружки, круглые столы, дискуссионные площадки, социальные проекты, акции антикоррупционной направленности, встречи с представителями правоохранительных органов. Обучающиеся колледжи включаются в систему антикоррупционного образования через учебные дисциплины, участие в студенческом самоуправлении, социально значимых проектах и мероприятиях. Антикоррупционное образование в высших учебных заведениях республики осуществляется двумя способами – как в процессе обучения, так и в ходе осуществления воспитательного процесса. Формированию здоровой социальной среды и нетерпимости коррупции способствует вовлечение студентов в процесс управления вузом на основе социального партнерства. Кроме того, в рамках школы добропорядочности нами предлагается антикоррупционное обучение родителей учащихся и самих педагогов. Работа с родителями должна рассматриваться как педагогическая деятельность со взрослыми людьми и опираться при этом на интерактивные методы обучения с использованием технологий формирования критического мышления. При этом могут быть использованы родительские собрания, различные игровые ситуации с участием родителей, дискуссионные площадки, подготовка семейных проектов и многое другое. Последовательное и систематическое формирование антикоррупционного мировоззрения требует соответствующего кадрового обеспечения. Ожидаемый результат – сформировать личность, наделенную знаниями об опасности коррупции для благосостояния общества и безопасности государства, нетерпимую к любым ее проявлениям. Однако необходимо помнить, что антикоррупционное воспитание обучающихся в образовательных организациях – это длительный, системный и комплексный процесс. Спасибо за внимание.